Санкции, наложенные на Россию, не повлияют на спортивную жизнь Якутии. Несмотря на то, что многие международные соревнования для наших спортсменов сегодня под запретом, тренировки идут полным ходом. Впереди всероссийские и внутрирегиональные соревнования, которых станет намного больше. Ульяна Шагина продолжит тему. Из-за санкций многие международные соревнования уже отменены, но для российских спортсменов это не проблема, так как федеральных и республиканских соревнований ожидается вдвое больше. Не поедет, скорее всего, в июне во Францию и легкоатлетка Виктория Петрова. Там запланированы международные старты. Олимпийский комитет молчит, и официального отказа пока не было. Так что тренировочный процесс идет по плану. Но мы не отчаиваемся и продолжаем тренировки в обычном режиме, как было задумано. У нас все равно российские старты будут. В апреле месяце в Сочи пройдут всероссийские соревнования по метанию. И летом, в июне, чемпионат России этого года пройдет в Чебоксарах. Тренер ребят оценивает настроение своих подопечных на троечку. Оно и понятно, ведь многие готовились к международным соревнованиям еще с прошлого года. И, конечно, сейчас на данный момент для всех спортсменов, наверное, да, очень тяжелая ситуация, потому что и непонятно, куда мы движемся, и на какой старт мы готовимся. Если мы в перспективе видели там паралимпийские игры, чемпионаты мира, то этого, возможно, и даже и не будет, что самый высокий старт у нас будет чемпионат России, да? Вольная борьба – один из популярных видов спорта в Якутии. К сожалению, санкции коснулись и якутских борцов. Так, Виктор Рассадин, являющийся членом сборной команды России, не сможет поехать в конце марта на чемпионат Европы по вольной борьбе в Будапешт. Региональное министерство по физической культуре и спорту сегодня адаптируется к новым реалиям и оттачивает мастерство своих спортсменов для участия в федеральных соревнованиях. Соревнования, они уже очень активно проводятся. Да. Еженедельно наши спортсмены, начиная от юноши, юниоры и взрослые, выезжают. Вот буквально наши кикбоксеры выехали на чемпионат России, да, и чемпионаты периода Дальнего Востока проводятся. У нас вот март-апрель очень насыщен спортивными соревнованиями. Вы знаете, что нынче летом в июле пройдут 8 спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. У нас сейчас для всех команд, участников, да, очень ответственная пора в плане того, что сейчас проводятся отборочные чемпионаты Республики Саха-Якутия, именно отбор на право выступить в финале в июле месяце в Барагонце, да, на 8 спортивных играх. Впереди участие наших спортсменов на 7-х летних международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке, подготовка к которым также идет активно. Заявки от стран-участниц пока находятся на стадии согласования. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск.